Здравствуйте, друзья! Как всегда, с вами Лара Володина. Сегодня я хочу познакомить вас с питомцами на наших передержках, показать спасенных от верной гибели хвостиков. Посмотрите на них, как же они дружно живут, насколько им хорошо после пережитых ужасов и перенесенных опасностей, насколько они спокойны, игривы, все между собой ладят. Они так благодарны людям, готовы зацеловать человека, да и между собой собаки живут тоже мирно. Не зря говорится, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. У нас хвостики всегда сыты, здоровы. Если не здоровы, то мы их лечим, возим на процедуры, много гуляют и видят ласку человека. Вот так они живут, все находятся в пиаре, часто уезжают в семью, и на их место прилетают другие. Конечно же, на их содержание, на уход, на все обработки и врачей требуются средства, которых в последнее время все больше не хватает. Возможно, это связано с летом. Друзья, как-то вот странно получается, помощь активно поступает только тогда, когда наступает острая ситуация, патовая ситуация. Вот эти, уже прилетевшие, они ведь тоже хотят есть, причем все прилетают истощенными. Им нужно усиленно кормить, чтобы собака выглядела не заморенным червячком, а статной, гладкой, красивой, с ухоженной шерстью. Очередного якутеныша, нашего недавно прилетевшего Зевса, отвезли к грумеру, долго над ним храпели, приводили в порядок, и вот наш малыш расцвел. Смотрите, какая красота, неземная красота. На все это нужны деньги. И опять я прошу вас о помощи тем, кого когда-то однажды спасли. Большинство из них раньше или позже, но уедут в семью. Но не все же сразу могут быть пристроены. А пока мы должны дать им полноценный уход. Пожалуйста, друзья, не бросайте нас и на летний период не бросайте. Не обязательно ждать какую-то острую тему, чтобы они выглядели счастливыми. Их нужно содержать. Не устану повторять, что спасение настоящее, не сиюминутное, начинается с того момента, как их забираешь с улицы из ППЖ. А куда дальше? Конечно, на передержку. И в Якутске она также платная, как и в Москве. Но потом они остаются без помощи, без финансовой поддержки. Те привезенные, за которых я взялась, мы привезли, которых спасли и вывезли, у которых нет проблем со здоровьем, но на их содержание тоже нужна финансовая поддержка. И вот знаете, друзья, вот тут я остаюсь одна, наедине со своей ответственностью за них. Всегда останавливает, всегда настораживает, всегда пугает вот этот вот страх остаться наедине. Многие считают, что если вывезла из жуткого места, из ада, то значит спасла. И все, можно забыть. Ведь спасла же. А дальше проблема утопающего. То есть моя проблема. А как сделать так, чтобы они были сыты, чтобы у них лоснилась шерсть, чтобы поддерживать их здоровье? И мои подписчики,
вы, друзья, я которым благодарна за то, что вы помогаете нам, очень помогаете, но не оставляйте же нас наедине с этими проблемами, которые у нас спустя какое-то время появляются, и я остаюсь с ними одна. Я вас очень прошу, помогайте нам и далее на их содержание. Мы активно занимаемся и пиаром тоже. У нас уезжают в семьи одни, но на их место привозим других. Друзья, когда мы забираем собаку с улиц Якутска или из ППЖ, рядом с ними существуют другие их сородичи. И вот, забирая одного, в голове как заноза те, кто был рядом, кто тоже заглядывал в глаза. Так всегда бывает. И ты понимаешь умом, что ты не Бог и всех не спасти, но они всплывают в памяти периодически, и ничего с этим не поделаешь. Пьеро – это отдельная история, у него там своя миссия. Он как бы главный на этой помойке, оберегает щенков. А вот друзья Бинго – это пара белых собачуль. Она осталась там. И вот эта пара не выходит из головы. Тем более одному требуется помощь врачей. Мы назвали их Робин и Симона. Симона, она вроде как постарше мальчика. Возможно, ей 2-3 года. Она осторожна, она не доверяет особо людям. А вот мальчишка, которого назвали Робин, он помоложе. Он неопытный, он доверчивый. Он бежит к человеку, улыбается и тянется к человеку. Так же, как и Бинго. Посмотрите, вот у него на ноге рана. Как будто бы сквозное отверстие. Может быть, там была пуля, может, еще что-то. На покус не похоже. И прихрамывает. Нужна медицинская помощь, нужно обследование. И опять передержка. Кто будет передерживать? Где деньги на передержку, на обследование, на рентген ноги, на анализы? Хочется их спасти, вылечить. Хочется подарить новую жизнь, но понимаю, что силы мои сякнут. Я в ответе и так за очень многих вывезенных. Вывозить еще – это еще больше брать на себя все сложности, все тяготы. Я понимаю, что это такое. Не хватает кураторов, которые бы взяли на себя ответственность здесь, в Москве. Может быть, кто-нибудь увидит, кому-нибудь приглянутся эти двое. Они остаются там, они в опасности, душа за них болит. Но я боюсь брать на себя ответственность очередную. Боюсь не ответственности, а боюсь, что не будет возможности у меня их здесь содержать. Вы поможете на перелет, я уверена. Вы поможете на обследование ножки. А что дальше? А дальше потянутся долгие месяца, может 3, 4, 6 месяцев на их пристройство. Но за них я должна буду оплачивать передержку. И вот здесь я останусь одна. Вот это меня пугает. Если бы они были у меня единственными, или их было не так много, может, это было бы не так страшно. Но у меня их больше 100. И за каждого я в ответе, и за каждого я плачу. Мне очень нужна ваша помощь, очень. Когда вы говорите, конечно, надо спасать, конечно, я это знаю и сама, надо спасать. Но я бы хотела, чтобы вы не забывали их. И спустя месяц, и 2, и 4 вы помнили о них и присылали им какую-то сумму на передержку. Они не могут жить без корма. Они не могут жить без обработок.
Мы их регулярно глистогоним, обрабатываем от клещей. Друзья, ну на все нужны деньги. Если бы это можно было сделать бесплатно, я бы с радостью, и я бы гораздо больше спасла. Но, к сожалению, вот такая действительность.